Всем привет, дорогие друзья! Я сегодня собралась испечь лимонный кекс. Так, у меня здесь на столе мука. 250 грамм взяла муки. Потом масло здесь 120 граммов. Сахар 200 грамм. 3 штуки яйца. Молоко 100 грамм. Разрыхлитель чайная ложка. Ну, чуть больше может. И лимон. Так, это я все в сторонку отодвигаю. И начнем. Значит, сюда я сразу сахар. И натираем лимонную цедру. Пока Маша возится с лимоном, друзья, я поздороваюсь с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем приветы. Вот такой десерт Машенька сегодня хочет приготовить. Лимонный кекс. Я вот только это самое, цедру всего лимона надо, да? Ну да, цедру одного лимона. Ну, я знаю, что от лимона еще здесь, от этого лимона еще от половины лимона примерно потребуется сока. Чисто лимонного сока. Я не знаю, насколько будет кислый пирог. Ну, думаю, сахара там предостаточно. И... сахар-то здесь уже. Я все еще там смотрю, этот сахар. Сахар уже здесь. И не будет кислым таким. Цедру с сахаром перемешаем, чтобы сахар взял вкус лимона. И сюда сейчас добавляем масло. Масло комнатной температуры. Такое мягкое масло. Размешаем, чтобы масло и сахар стали однородным. Друзья, мы забыли включить духовку. Сейчас я напомню Маше. Потому что тесто, ну, как бы готовится-то недолго, а духовка дольше будет греться. Сразу включим духовку на разогрев на 180 градусов. Это я вот напомню, это постоянно потом, как тесто сделаем, потом надо ждать. Такой приятный уже лимонный вкус идет. Я люблю так-то кисленькое все. Ну, вот что с лимоном. И лимонные конфеты люблю, лимонный сок люблю. А теперь постепенно добавляем яйца. Сначала одно яйцо. Это все размешаем. И так постепенно будем добавлять. Ну и третье яйцо идет сюда тоже. Я люблю Машину выпечку, любую притом. Главное, чтобы была домашняя выпечка. Мне без разницы, шанги, пироги, кекс там, еще какая-то другая выпечка. Я все это очень люблю у Маши. И обожаю прям. И очень всегда довольна, чавкая, кушаю. Хоть такой кекс, хоть любой пирог. То, что мне нравится. И вот я хочу, вот пока Маша вот мешает еще, такой момент. Раньше, вот в школах, да, раньше был такой предмет труд, да. И у вас, наверное, у девчат было как домоводство, да. У нас у парней был труд такой столярного, больше по плотницкому столярному делу.
а у девочек вот это домоводство. И вот они там с измальства уже учились печь вот эти всякие кексы и все такое. Так, что у нас идет? Мука, да? Да я Сюда отвлекся. добавляем разрыхлитель сразу тоже. Ну я смотрю, тесто-то такое густое получается. Ну там еще кое-что пойдет. И думаю, не такое густое будет все равно, когда на форму уже будем перекладывать. Мы сегодня хотим испробовать такую силиконовую форму. На этой форме еще ни разу не пекли. Ни разу ведь не пекли. Подарили нам эту форму и попробуем, как там, что получится. Какой кекс у нас получится. Пирог-кекс такой лимонный. Вот. Ну-ка. Такое густое тесто получилось. Сюда сейчас мы добавим лимонный сок. Лимон большой. Примерно, наверное, может 50 грамм. И добавляем сюда лимонного соку. Это все размешаем сейчас. Сейчас точно аромат лимона. Прям пошел такой. Можно сюда, наверное, и изюм, и орехи тоже можно. Но у нас сегодня будет без изюма, без орехов. Я Так, прав? да. Сюда потом добавляем молоко. Тоже комнатной температуры. 100 миллилитров молока. И все это размешаем потихоньку. Немножко добавляю соли. Чуть-чуть. И вот уже тесто не такое густое, друзья. Так-то оно казалось очень густым, а потом добавили молока, и оно не стало густым. Готовое тесто уже, друзья. Вот какое. Какое-то нежное такое тесто получилось. Как крем какой-то. Форму намазываю маслом растительным все. Я не знаю, даже вот силиконовую форму эту надо смазывать или не надо. Для страховки мы смажем тоже. Но вот эту форму используем первый раз. Вымыли там горячей водой все. Дезинфицировали, так сказать. Ну, форма первый раз печет. У нас духовка согрелась уже, друзья. Маша перекладывает наше тесто. Ну, не знаю, обычно пироги все трескаются. Думаю, и этот тоже треснет. Тесто равномерно распределяем. Все, последний штрих, так сказать. Все готово.
Отправляем в духовку. Осторожненько. Форма такая силиконовая, она такая. Вот смотрите, какая она. На 35 минут отправили в духовку. Ну, конечно же, это будем смотреть по готовности там, чтобы все было не подгорело и испеклось одновременно. Вот так. Пока печется наш пирог, или кекс, или пирог, ну, скажем, кекс лимонный, без разницы. Пока он печется, я немножко затронул при готовке, как Маша-то начала готовить, я затронул тему такую школьных уроков. Вот во время СССР, в частности, когда мы с Машей учились, были такие занятия, как труды. Я сейчас, наверное, тоже есть труды, я просто не в курсе уже, у меня дети уже взрослые. Но у нас в то время были такие занятия раздельно, что у юношей, что у девушек. У юношей больше по столярному делу, по плотницкому, столярному делу было. А у девушек домоводство. Вот на этих уроках домоводства и учили уже с измальства девочек готовить, шить. Ну, Маша, давай, такой. И очень, наверное, интересные были занятия. Когда все получалось, потом, наверное, после уроков угощались этими вкусняшками. Так ведь. Потому что всегда с кабинета домоводства пахло такими вкусными вещами. А у нас, у парней, все-таки больше столярное дело, там токарные станки, ножовка, пила, рубанок и все такое. А когда уже после 8 класса, уже 9-10 класс мы учились, с 8 класса уже учились, так сказать, на тракторе. И как же хорошо было, когда ты выпускаешься из школы, у тебя шанс уже есть получить профессию. Ты просто заканчиваешь школу, а у тебя есть шанс, вот, права получил, пожалуйста, устраивайся в колхоз, уже ты как бы пределе. То есть работа есть у тебя уже, хоть здесь в совхозе, хоть в город езжай, и на тракторе, хоть в другое село, там районный центр, еще куда-то. Как же это все было здорово. А еще говорят, что вот эту реформа образования и все такое затронули, да? Все хорошо было. Все очень прекрасно было. И думаю, вот труды, что были у тебя, домоводства, да, тоже на памяти все очень приятно вспоминается. В те времена, наверное, у многих это и в городах, наверное, также, наверное, работа учились, наверное. Ну, я и Да. в общем-то и говорю. Сейчас этого, сейчас ничего нету. Сейчас, наверное, труды есть, но вот, например, я помню, пару лет назад племянник, тоже он еще мелкий, да, труды одинаковые, что у девочек там шить и что-то, а может парню не хочется шить, а вот именно хочется что-то мужского, например. Вот. Столярки, наверное, в школе сейчас нету даже. У нас труды были отдельно. Но у нас девочек, отдельно было. мальчиков. Очень, очень хорошо, кстати. Я всегда с огромным, как бы с ностальгией вспоминаю эти самые любимые уроки. Это физкультура, как говорится, это самое, и труды. Что трактор, что столярное дело. Очень мы не спешили убегать с этих уроков. Наоборот, мы ждали этих уроков, и очень прекрасно все было. Вот, может, даже как-то она и влияет в дальнейшем на судьбу. То есть, вот я получил права тракториста, дальше уже меня тянуло к технике. Маша вот тоже пошла по пути, потом уже повара и все такое. Это все остается. Ну, Маша там уже получается наследственная, потому что бабушка очень вкусно жидмам готовила всегда. И, как говорится, мама профессиональный повар тоже. Теща Лидия Кузьминична, моя профессиональный повар. Это мои односельчане не дадут соврать, что это профессиональный повар с большой буквы. И таких тут пересчитать на пальцах. Есть тоже одногодки примерно тоже. Они все в одно время примерно работали, и все классные повара. Лина, вот отчество не знаю как. Лина. Ну, я вот тоже отчество не знаю. Лина. Лина, вот она Да. тоже очень вкусно готовила. Вкусно. Это правда.
Может быть, тоже это все пошло со школы тоже, потому что в то время тоже, тоже это все уже было. Вот. Я и говорю, что вот эта основа все-таки была советская школа. И это хорошо, что выпускаешь сейчас со школы, и у тебя сразу уже есть какой-то или вот у нас есть шанс сразу получить профессию. У других, например, у вас, у девушек, заинтересовали, во всяком случае, этим домоводством, что или шить, или готовить, Тогда или ведь что такое. многие ехали в город, на швею учились. Да, вот я про это и говорю, что задавался путь такой. Не все же профессорами рождались, и не все хотели учиться в институтах, хотя в то время даже именно рабочие получали намного больше, чем, например, инженеры и все такое. Вот. Многому всему учили. Шили фартуки, юбки даже шили, помню. Сами кроили, сами делали. Да, это мы. Да. Всему учили. Мы тоже все, например, дадут задание сделать такие-то, из дерева. Мы делаем. Вот. Для школы, для села даже, когда-то что-то заказывали, тоже делали. Трактор. А когда трактором уже принесли с совхоза трактор, и там тоже чинили этот трактор, делали, ездили на тракторы. Очень интересно было. В дальнейшем это все пригодилось в жизни. Все буквально вот, что меня учили на трудах, это все пригодилось в моей жизни. Все. Ничего напрасно не было. Что управлять трактором, что машиной, что заниматься по дому, там что-то делать, пилить, строгать и все такое. Все это пригодилось. Даже токарное дело учили в школе. Учили и работали на токарных станках по дереву, работали на токарных станках по металлу. Все это пригодилось в жизни. Все. Ну, сейчас, наверное, на трудах девочки, я Мальчики тоже знаю, там. что сейчас это готовят. Приготавливают, что-то вот готовка все равно еще осталась. А насчет того, что шитье, вот это, наверное, уже нет такого. Есть, наверное. Шьют же, наверное. Есть? Да. Вроде как есть. Точно не буду говорить, но Я даже есть. не знаю, но насчет того, что вот готовят, это точно знаю. Вот так. И поболтали про советские времена, про нашу, это приятные воспоминания, и всегда с ностальгией вспоминаю. И учителей вспоминаю, хорошие учителя были тоже. Все это в прошлом, друзья. Наши дети уже даже закончили школу. Все уже в прошлом. Но, ладно. Вспомнили, сгрустнули, пожелали, чтобы все вернулось. А теперь ждем пирога. Кекса, вернее, лимонного. У нас время подошло, мы вытаскиваем. Для точности скажу время. У нас ровно прошло полчаса. Мы сказали 35, но по цвету, да, пирог уже созрел. Так. Ох, думаю, ароматно, друзья. Вот такая красота. Узор, естественно, вот такие формы. Я вот не люблю такие формы из-за этого, потому что узор получается на дне. И этот пирог надо перевернуть. А смотрите, он как бы выпуклый. Я не знаю, он осядет или нет, но он выпуклый. Узор там снизу получается. Мы обязательно перевернем и покажем, конечно. Вот. Форма отлично, да, не липнет, да. Маша, как-то нажала туда, все открывается, да. Ничего не прилипло. Форма хорошая так-то. Сейчас немножко, друзья, буквально немножко остынет, подостынет, вернее, даже не остынет, а подостынет. И перевернем. Так, момент переворачивания. Та-да-да-дам! Та-дам! Ах, горячая Маша. Сейчас повторные фанфары сейчас будет.
Та-да-да-дам! Та-да-да-дам, уже. Та-да-да-дам! Ну-ка еще. О! Та-да-да-дам-да-дам. Вот так сейчас получилось более такие нормально. Сейчас посмотрим на узор. Ну вот, друзья. Смотрите, какая красота-то. Вот сейчас вот поспорьте, что не красота. Красота. Прям солнышко. Прям солнышко. Аромат-то какой. Форма-то нормальная. Рисунок дает. Красивый. Даже жалко это самое припудрить. Я даже, наверное, припудрить не будем. Потому что как припудрим, оно это все красота. Вот этот узор, наверное, спрячется за пудрой, да? Как ты считаешь? Немножечко можно припудрить. Я не хочу. Что красота. Ну и не надо тогда припудривать ничего. Вот, Машенька, как ты тоже солнышко получился кекс. Прям превосходно. Вот, вот, вот. Какая красота. Еще так и решили немножко припудрить сахарной пудрой все равно. Ну, все равно будет, наверное, еще вкуснее. А так вот потом рисунок теряется. Так сахарной пудрой, без сахарной пудры такой рисунок четкий был виден. Сейчас немножко, наверное, чуть-чуть теряется сахарной пудрой. Вот. Снежок такой. Ну, в принципе, все, пирог готов. Отлично, я тебе ставлю 5. Немножко, друзья, совсем мы ждать тоже трудно давать. Такая вкусняшка и ждать. Вообще-то надо подождать, пока остынет, но мы решили попробовать все равно. Сейчас кусочек. Ну, это кекс, действительно кекс, а не пирог. Ну-ка, поближе. Да, смотрите как. Все пропекся. Такой, ну-ка, он мягонький или нет? Ну да, мягенький. Но это кекс. Это кекс, это не пирог. Однозначно это кекс. Сейчас будем машивать с молоком. У меня где-то чай вот здесь. Будем пить. Ну, попробуем. Я жду оценки твоей. Тесто такое воздушное. И то, что вот Сережа говорил, что будет много лимона. Здесь этого нету. Я это Сам- говорил, что ли? Да. Я не говорил, что будет много лимона. Я говорю, посмотрим, будет ли пирог, этот кекс, будет ли кислым. Я не сказал, посмотрим. Я не утверждал, что оно будет кислым. Ну, это вот как действительно. Такое тесто нежное. И, Ну. и вкус лимона, вот то, что вот мы только добавили, самый раз. Такой чудесный. Чувствует. Но чувствует-то получили оценку. Я хочу сказать, спросить тоже, изюм помешал сюда или нет? Изюм или орешки? Ничего не надо. Нет, например, лимон не ложить, а положить орешки. Или, к примеру, изюм. Тоже, думаю, будет прекрасно. Но то, что с лимоном, это вообще идеальный вариант. Ну, кекс лимонный, значит, мы сделали. Отлично. Сейчас вот попробуешь, и что скажешь сам. Ого. Главный эксперт сидит за камерой. Сейчас. Угу. Ну такой. Нежненький. Но вкусно, конечно. Тесто во рту тает. Да. Но я бы сказал, что это не пирог. Я однозначно говорю, что это кекс. Более такой плотненький чуть-чуть. Ну, мягкий, одновременно мягкий, но вот пироги же они как, пироги прям вот они как пух. Тут я не могу объяснить, но вот когда ты ешь пирог и кекс, есть же разница, так ведь. Вот это точно кекс, друзья.
тебя что, кусочек закончился? Да. Да я же еще на второй глаз укушу, давай тоже тогда. Очень уж вкусный кекс такой, что я не удержалась и еще один кусочек Не, себе. вкус вообще замечательный. Мне понравился тоже. Сюда, я с тобой согласен, сюда орешки и изюм не нужен. Вот именно с лимоном. А если вот нету аромата лимона, то орешки и изюм подойдут. Однозначно. Орешки, скорее всего, подойдут лучше. Вообще идеальный. Вообще идеальные. У мене курчеджет є мутична. На второй глаз щинку. Угу. Да. Сахарная пудра тоже к месту. Отлично. Вообще воздушный. Что-то как вата. Тесто как вата. Такое ощущение, как вата. Вообще вкусно. Так что советую тоже такой сделать. Ой, я Успеть. чавкаю, друзья. Я чавкаю, друзья, чавкаю. Так вкусно. Ну вот, Маша добывает уже свое молоко. И 2 кусочка пирога как будто и раз за секунду. У меня еще остался. Сейчас я вот закончу съемку. Я не могу одновременно есть, кушать и пить и снимать. Я вот мы закончим съемку, я обязательно приступлю к чаепитию. Так и от удовольствия буду тоже глаза закрывать и чавкать. Как бы это ни звучало некрасиво, все равно буду чавкать. Но я так думаю, что кто этот кекс сделает, то, наверное, не раз еще захочет такое сделать. Потому что это какой-то волшебный, вкусный, нежный, ну, не объяснить. В общем, очень-очень вкусный. Короче, необъяснимое удовольствие. Да, действительно. Вкусно, да. Так что советую сделать в таком варианте. Можно, конечно, и с лимоном, и с апельсином, и с мандарином, наверное, соком. Это на разное, наверное, Не, можно с сделать. лимоном лучше. Вот. А именно то, что с лимоном, это вообще волшебно. Так что сделайте. Пробуйте, делайте. Вообще цедра не горчит ничего, и лимон в меру так. Вообще четко, да. Ничего не кисло, вообще не кисло, а просто такой привкус лимона такой. Вкусно, да. Вкусно, очень вкусно. Ну и на этой вкусной ноте, друзья, закончим наш ролик. Ролик кекс лимонный, домашний от Марии Олеговны. Вот так. Рецепт постараюсь написать. Вы уже не описуйте, если его не будет, но постараюсь написать в описании. Я такой лентяй, друзья, уж простите меня. Когда пишу, когда не пишу. Но во всяком случае мы все озвучиваем на первых секундах же. На первых секундах видео всегда озвучиваем, из чего будут продукты и сколько в граммах. Вот. Из-за этого я не стараюсь писать, но если получится, напишу. Все. Всем пока, друзья. Пеките такой кекс. Угощайте своих родных, близких, гостей, детей, внуков. Вот так. Всем пока. До новых расцветов. И пускай они всегда будут добрыми, вкусными, как вот этот кекс солнышко. Он действительно как на солнышко похожий такой. Правда, уже сейчас разрезали. Всем пока, друзья. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. А мы будем дальше стараться немножко поснимать для вас.